искусство, оно очень востребовано. Ахиллес – огромное здание в центре Берлина, там тысячи художников. Если ты не можешь чем-то удивить, если ты не можешь как-то вот озадачить, просто ты не будешь там существовать. Значит, я смог и то, и другое, и третье. Всегда что-то такое вот труднопонимаемое, новое, оно вызывает сначала отторжение. Человек, который очень доволен всем, он ничего не может создать. Ты должен себя ограничивать во многих вещах и должен сосредотачивать свое внимание на том, что ты должен эмоционально выразить. Я вот когда был в школе, уже там было организовано в это время из-за студии. Очень такой интересный художник, там Виктор Иванович Версоцкий, он организовывал ребят, которые он считал наиболее способные. Он убедил меня и как бы пригласил в студию, давал такие какие-то задания, очень довольно-таки интересные, чтобы где-то в течение, допустим, лета, не менее чем 100 каких-то этюдов написали, там прочее, приносили, потом шли обсуждения, там прочее. И уже где-то в первом классе у меня была персональная первая выставка в конце. Это вот было потихонечку как бы тебя в эту среду все время какая-то рука, независимо она направляла. И вдруг вот я как-то столкнулся действительно с каким-то таким чудом, это типа бинокль. Вот. И в детстве это очень здорово завораживает, потому что ты смотришь, а поскольку у бинокля как бы центры глаз расширяются, и ты еще видишь увеличенным, то получается объемное зрение. И я рисовал, и я смотрю, да, я рисовал, но эмоционально это не так действует, как если я смотрю, допустим, в такую бинокулярную систему, и сразу как-то вот чувствуешь себя каким-то уже другим. Это уже какое-то другое зрение. И в это время у меня был мой дедушка, который меня вот как бы заинтересовал этим. Он мне приобретал линзы в аптеках разнообразные. Я делал вот действительно телескопы, самодельные там какие-то бинокли. Потом я уже чуть-чуть позже уже начал сам шлифовать линзы из стекла, там где-то вычитал каким-то образом. И, в общем-то, я создавал такие телескопические системы, которые вот где-то поздним вечером я выставлял эти трубы, они самодельные, такие здоровые, там они раздвигаются, картонные, но ничего. И как бы смотрел там на Луну, там на Марс, там прочее. Получался такой отлет. То есть понятно, что по ним ничего нельзя такого определить точного, потому что это не точные приборы, это все равно как бы самодеятельные. Но эмоциональная среда, когда видишь много звезд, и ты понимаешь, что вот эмоционально ты куда-то такой входишь в какой-то интересный мир, и потом я начинаю изображать его, стараться каким-то образом вот так перевоплотить это все в своих вот на одномерной плоскости, вот это объемное все зрение, и каким образом можно опять-таки расширить все это до 3D, там 4D, вот как куда уносит фантазия. Конечно, он пришел в мастацтва у той час, калі час панавання сюрреалізму, гэта былі 70-е гады, і калі ўсе гэтыя пошукі фармальныя, прынамсі у нас у Беларусі, яны абсалютна не віталіся. Напэўна, вось гэты час яго нейкім чынам загартаваў, там гэтыя доўгія, адчасна даволі працягла, это ж 70-е, там 80-е, это толькі ўжо толькі напрыканцы 80-х гадоў пачало там нешта мяняцца. І няма ніякай перспектывы, абсалютна незразумела, навошта і калі. Ніхто ж не ведаў, што вот там зменіцца там парадыгма, зменіцца эпоха, што вот там зусім іншае ўсё пачнецца жыццё, можна будзе з'ехаць хоць Берлін, хоць Парыж, там куды хочаш. Тады ж гэтага ніхто не ведаў у 75-м годзе, што вот яно такое здарыцца. Когда я поступил на первый курс это был дизайна, в то время он только формировался, и поэтому вот неформальные композиции, это очень, очень сильно на меня подействовало. Работа в материале, то есть вот такое как бы раздвижение вот возможностей фантазии.
там же я как бы нащупал вот это вот какие-то мои вот такую тематику именно в работах такого как бы, ну вот, композиционного плана. Потому что ограниченность тогда была очень сильная, потому что идеологический прессинг был абсолютно однозначный. А дизайн тогда вот зарождавшийся, он вдруг отрицал. Пасля ось там пэўных эксперыментаў ён 10 год займаўся толькі классичным живописом, то есть натюрморты и пейзажи. Ну, они были, скорее всего, экспрессионные очень такие, знаете, написано эмоционально очень, без каких-то мелочей. Это такие общие чувственные впечатления, очень такие, может быть, напряженные. Это скорее экспрессионизм, но достаточно такой вот лирический. Была первая выставка «Дах-1» в Берлине, организована белорусскими художниками, которые в 97 году, в 8-м попали в Берлин. Это Таранович Олесь и Игорь Ермаков. Они первые попали в Тахилес и предложили руководству Тахилеса сделать выставку белорусских художников. Я памятаю гэты дзень, калі я дапамагаў ему загружаць там 500 падрамнікаў у аўтобус. Ну, я жартую, там, може 400. Вот. Но это было глядовище, яшчэ тое. То есть аўтобус был цалкам забіты яго падрамнікамі і працамі. Тахилес – это 6-этажное здание. Раньше это был крупнейший центр торговый в Европе, крупнейший европейский центр. Но во время войны его разбомбили. Осталось только одно здание. Во время падения Берлинской стены, в которой активное участие принимали художники, музыканты, театралы, они сотворили такую ситуацию, что после падения Берлинской стены они где-то должны были вот найти себе притул. Они нашли вот в этом здании, которое, в общем-то, пустовало, еще не было реставрировано, прочее. Они со своими картинами, со своими музыкальными инструментами, со своими инсталляциями, ну, со своим творческим багажом, вот там как бы поселились на всех этих 6 этажах. Вот. И уже тогда начало как бы вот существовать такой бренд «Тахилес». Уже все многочисленные потоки туристов, кто интересуется искусством, туда приезжали. Там во дворе были развернуты инсталляции самого разного кшталта. Ну, я так думаю, ладно, посмотрим, как воспримут мое тут все это творчество. Ну, там не без приключений, там сначала как-то не хотели, чтобы я где-то там нашел себе место. Но вот когда я так развернул и поставил как бы свои работы, то сразу как бы вот все организаторы сразу обратили внимание, сразу как бы это в центр поставили, там 1, 2, 3. И сразу мне предложили на год сначала в Берлин, потом уже пошло. Это даже легенда была, что это правда, но это уже стало легендой, что когда мы уже уезжали, он застрял в лифте. Вот, там все старые и лифты старые. И не сработал лифт, и долго он ждал помощи, и в конце концов открыли и сказали, если ты тут задержался, ты точно наш художник. И он начинал с некой темной лестницы, так? Вот. И поступово, и он вот так, и он как бы набирал авторитет. И раптом ему дали самую головную залу Тахилеса. И она стала как бы вот этой лабораторией белорусского мастацтва. То есть в межах этой просторы выставлялся ён. Вот, я там робил инсталляции, перформансы. І там же мы ладили выступы наших беларускіх музыкаў. Тахилес гэта такі прыцягальны для турыстаў, для нейкіх дзівакоў дом у цэнтры Берліна. Туды заходзяць людзі фактычна проста з вуліцы. Яны заходзяць таму, што іх прываблівае антураж гэтага месца, іх прываблівае гэтая неверагодная атмасфера, якая там была створаная. Вось. І зразумела, што яны нічога не чулі, не ведалі пра нейкага там мастака з Беларусі, нават пра Беларусь многія з іх нічога
не ведалі. Вось, і шмат разоў там людзі пыталі, адкуль мастак, а дзе гэта Беларусь знаходзіцца. Ну, не было вось такой піар-кампаніі, не было падрыхтоўкі, гэта бывае звычайна ў галерэях, у музеях, але чалавеку вось растлумачваюць, разжоўваюць, што вось ты мусіш упадабаць гэты твор, таму што ён вялікі, ён там неверагодны. Калі табе раптам не падабаюцца твае праблемы, але ён, ну, мусіш упадабаць. Там такога не было, там была просто такая першасная рэакцыя. Чалавек ідзе, чалавек бачыць, і абсалютна цуды здараліся вось такія, калі людзі, не аднойчы, вот, а многія людзі, там дзесяткі на дзень, людзей яны просто спыняліся, пачыналі ўзірацца ў гэтай карціны, завісалі надоўга, сядалі там насупраць, вось, медытавалі там, не ведаю, паўгадзіны ці гадзіну. І вось такое здаралася часто. Мастацтво, искусство, оно очень востребовано. Какие бы ни были технологии там, что бы там ни делали айтишники, я удивляюсь, что стоит толпа, сидят, медитируют, смотрят, и причем очень большая. Нарушитель границ. Он первый, кто начал активно ездить на Запад. Тогда это было сложно. Вот. Но ему удавалось. И он, ну, видел какие-то процессы творческие, которые, например, у нас были заторможены искусственным путем. И работал на стыке разных таких вот иррациональных и иррациональных тенденций. И, по идее, ну, создал свой стиль. Это был страшенный эксперимент. То есть это был, ну вы просто не уявляете, что такое жить у Тахелеса, коли нема грошей. Абсолютно. То есть ты мусишь, то есть тебе дают келью, ну, маленькую простору, где ты можешь жить и нечто ствараць, але ніякай фінансавай падтрымкі нема, то есть ты мусишь выживать. И мы первый час выживали на ахвяраванні туристов. То есть ставили такую маленькую скарбонку, и люди, які приходили на выставу, бачили перформансы, ну, кидали там какие-то такие невеличкие гроши. И он там увогуле лишился, как бы мастаком номер 1. Вот. Ну, а я как бы фактично 1,5 месяца займался перформансом. Это был перформанс нон-стоп. То есть мы не сыходили з Тахелеса на кватэры некие, ну, па-спартанску, але жылі, і таму мы мелі магчымасць, ну, спадар Алесь был зацікаўлены ў тым, каб як мага больш людзей праходзіла праз выставу, таму ён падымаўся о 5-й, о 6-й раніцы, маляваў, а недзе о 10-й, ну, часам о 11-й адчыняліся дзверы, и народ начинал ходить. Там 1000 художников в Берлине. И он как магнит притягивает художников. Если ты не можешь чем-то удивить, если ты не можешь как-то вот озадачить зрителя, ну, просто тебя как бы, просто ты не будешь там существовать, тебя в сторону, как бы это самое. Ну вот, значит, я смог и то, и другое, и третье. Почему «Дах» название? «Дах» — это и на белорусском языке, и на немецком означает «крыша», где собрались художники, музыканты, театралы. Вот под дахом они как бы делают свои как бы, ну, какие-то вещи, творения, ну, все, что можно перечислить под этим названием, то и является вот даховской системой. Вот. И дах настолько укоренился в сознании ну и берлинских там зрителей, и, в общем-то, и даже в Минске уже приучились это воспринимать. Такая коллаборация, коли усё разом, то есть и музыка абсолютно всех стилей, то есть от классики до тотального эксперимента. Поэзия, знову-таки, саме розне. Кіно, театр, перформанс, там, інсталяції, живопис, графіка, фото. То есть все гэта разом, яно притягивае людей, і нават шмат каго натхняе на тое, каб заняцца творчасцю. То есть нават падчас фестываля некаторыя, так сказать, молодые люди, там наши, ну, будущие наши сябры, яны натхнённыя, на наступны тыдзень просили дать им магчымасць выступить. Мы зладили первый дах там, ну, как бы уже нашими руками. То есть запросили отсюда нескольких музыков белорусских. И пошло-поехало. Ответный был у Менску, у музея сучасного мастацтва.
8-й дах. Дах 9-й был увогуле. Это была катастрофа для Менска. И он доўжыўся 40 дзён, і на гэтый 40 дзён был цалкам акупаваны от скляпения до даха палац мастацтва. То есть это было нечто с чем-то. То есть у каждой зале фактично каждый вечер отбывались концерты, театральные выступы, поэтичные, музычные. То есть, ну, это было нечто. И знов-таки не без скандалов, бо удел принял театр «Инжест». И все это летнее зачинилось после его выступа. Была просто такая импровизация в плане подрихтовки. И, вот. Но выступ, конечно, был фееричный. То есть черный дым слался над Менском, як нібито у двори палацу мастацтва повалился какая-нибудь там ракета, какая-нибудь там Сатурн, Плутон, там, или нечто такое. Приехало много зарубежных гостей со своими перформансами. И директор в тот час сказал, так вроде бы же мы как-то ожидали твою выставку. А что это за перформансы? Мы не знаем, что это такое. Всегда что-то такое вот труднопонимаемое и какое-то новое, оно вызывает сначала отторжение. Но немножечко попозже все успокаивалось. Ягоную майстэрню на той час яна займала цэлы паверх Тахеліс. Это было самае папулярнае месца, куды прыходзілі там натоўпы ўвесь час турыстаў. Вось яе захапіла прыватная служба аховы, нанятая банкам. Вось там адбылося чамусьці так, я ўжо не ведаю юрыдычных там падрабязнасцяў, што банк, які стаў уласнікам гэтага будынка, ён не мог выселіць гэтых мастакоў легальным чынам і не хацеў там з імі дамаўляцца. І тады яны пайшлі на такія нейкія абсалютна дзікунскія і дзіўныя там для Берліна, такой сталіцы еўрапейскай дзяржавы, метады. Вось. І ў выніку в якасці закладнікаў апынуліся все карціны спадара Алеся, фактычна все, што ён зрабіў там за доўгія гады. Бо ён мала што прадае, мала што кудысьці знікае, там все гэта назапашваецца. Вось. І все гэта апынулася пад нейкай пагрозай. Нават пагражалі гэтыя карціны як бы знішчыць, калі там мастакі будуць упарціцца і не будуць пакідаць Тахеліс. Банк меркаваў, што яны скалупнуць, свергнуць самага галоўнага мастака, самага важнага, прычым замежніка. І ўсе астатнія разбегуцца. Вот. Но не атрымалася. То есть наадварот. То есть Тахеліс упёрся, як зубр. Вось, і пачалася вайна. То есть, і весь свет падтрымаў. Тахеліс пачаў збіраць подпісы, скажем так, у абарону, то есть, і за тое, каб банк быў асуджаны і творы былі вернуты. І за некалькі месяцаў было сабрана у самім Тахелісе, мне подается, под 100 тысяч подписей. Я вообще такого мнения, что вот убрали Тахелис, и вот начались такие ситуации нездоровые вообще в Европе. Вот эта вот сеть, и хлынул такой поток беженцев на них огромный. Вот, потому что все было тогда все было уравновешено, все в мире, все все интернационально охвачено эмоциональными такими посылами, охвачено материальными. Все было свое. Убрали вот эту подпорку, это как вот убирают стержень из термоядерного реактора, начинается хаотическое брожение этих нейтронов, в данном случае людей. Вот это все привело к такому какому-то такому взрыву Биг Бену там и прочее. Последние годы Тахелиса, где-то 2010, там 2011, 2012. И самое большое вот это я затеял, меня это волновало, там вообще проблематика общая, глобального такого кшталта. Название это мифологема тысячелетий. Вот это идет, оно и будет идти с нами, без нас. Все это называется жизнь. А вот дай Бог наша планета все это терпит. Всех нас живущих, она нам дает все и тепло, и дает и пищу, дает все, и мы должны очень внимательно к ней относиться. Здесь 4 главных части. Вот, допустим, вот эта первая часть, такая неформальная группа, которая собралась, она в общем-то, такая
немножечко в релаксе, расслабленные, и что-то нам показывают. Ну, это как ТВ, может, шоу, там, может быть, это какое-то театральное выступление, может быть, еще что-то. То есть это глобальная сеть, которая у нас существует, она проецирует вот это в образе такого какого-то большого грандиозного существа, потому что мы не знаем, даже сами создатели вот технологий этих, вот этой вот огромной сетки, они сами-то не знают. Вот они создали, да, ну вот они повесили эту сеть компьютерную, которая опоясала весь мир. Но до конца каждый не может постичь. Но среди нас, вот среди нашего как бы вот такого ленивого, есть люди, которые вот все время мчатся вперед, им хочется узнать что-то новое, что-то открыть, что-то как бы познакомиться с какими-то вот глобальностями, которые существуют. Это вот и открыватели, это науковцы, это археологи, это еще прочее. Вот они стартуют, и они вот бегут. Вот они бегут в таком каком-то... А остальная масса, она сидит, она смотрит, как они бегут. И вот как бы и думает. Выставка эта называется «Мифологема. Тысячелетие», такое название по этой большой заглавной работе, которая где-то метров 15 в длину, метра 4 в высоту. Ну, она выполнена в системе живописи, потому что в системе с граффити делают и больше. Вот целые как бы стены расписывают. Декоративно-прикладного искусства тоже как бы соревноваться глупо. Они тоже делают огромное. А это живопись. Живописных полотен в современном искусстве практически что-то и не видно. Все как бы переведено на язык упрощения. Здесь где-то находится, примерно около сотни работ точно. То есть большие, маленькие, там прочие. А вот больших очень много тут. То есть я сконцентрировал весь потенциал, который был в Берлине, который здесь у меня находился в мастерской, в общем-то, сконцентрировал. И, в общем-то, вот это вот как бы такой выброс, такой энергетический. Магчыма, нешта прадаецца, какие-то такие невялічкі, якія просто как падтрымаць сябе, але асноўнай працы, конечно, не прадаюцца. То есть з гэтымі працамі, з большасцю з іх, якія былі створаны там 70-х, 80-х, 90-х, я как бы вот и живу гэтыя 20 год. Его счастье в том, что он был независимым. Это очень такое большое достоинство художника – не прислоняться к чужому забору, а как-то идти своими ногами и как-то вот и не прятаться за чужие достижения. У Берлине до яго падыходзілі мясцовыя мастакі, то есть, Стахіліса, італьянка одна и иранец. И просили, каб ён, как бы стал их вучителем, дал им уроки живопису. Бо яны адчувалі, што яны не дацягваюць. Яны самавукі, таленавітыя, але самавукі. І у іх все ж таки это хутчэй такая расфарбоўка. То есть это не живопис. И он как бы подумал и адмовился, потому что калі ён шел до гэтага 10 год, праз сотню накидаў на дзень, праз вот эти бесконцы пленеры, выставы такие, то есть, просто зразумеў, што нічога не атрымаецца, это немагчыма. За некалькі гадзін, ці нават за некалькі месяцаў. И яны просто, просто, может, покрыўдзіліся на его из-за этого. Подсознание настолько напичкано всем, что оно как бы дает такие вот выбросы. Даже я лежу, казалось бы, хотелось бы вот так релаксировать, как йоги там, то есть в полной какой-то нирване. Такого не получается. Все равно там на уровне подсознания это идет процесс. Даже это и хорошо. Как бы, ты как бы очнулся и опять з новымі сіламі за старыя как бы. Было шмат паўлегендарных гісторыяў пра тое, як яму прапаноўвалі вялікі грошы за ягоныя карціны. Гісторыя была, наколькі ведаю, у Маскве, вось тыя часы, калі з'явіліся, власна кажучы, новыя рускія, стаў з'яўляцца гэты галерэйны бізнес, пацяклі нейкія вялікія капіталы. І была прапанова такая вельмі сур'ёзная, ён ад яе адмовіўся. Ты должен себя ограничивать во многих вещах в жизни и должен сосредотачивать свое внимание на том, что ты должен эмоционально выразить. Человек, который очень доволен всем, он ничего не может создать.